Салам алейкум, хурматлы милләттәштәр, һаумыгыз дуслар, здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Известный казахстанский сайт Алтын Орда написал статью, где сравнил экономику Республики Башкортостан с экономикой стран Центральной Азии. Я бы хотел зачитать вам ее, ну и в конце сделать свой вывод. Итак, статья называется «Цена зависимости. Почему Центральная Азия растет и богатеет, а Башкортостан нищает и беднеет». Статья написана буквально недавно, 25 июля этого 2026 года. Еще 30 лет назад страны Центральной Азии и Российские национальные республики находились примерно в одной политико-экономической системе. Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан получили государственную независимость и право самостоятельно определять внешнюю политику, распоряжаться ресурсами, привлекать инвестиции и выбирать торговые маршруты. Башкортостан остался внутри Российской Федерации, сохранив название республики, но не получив реального экономического суверенитета. Сегодня различие между этими моделями становится все более заметным. По оценке Евразийского банка развития, совокупная экономика Центральной Азии в 2026 году вырастет более чем на 6,5% и впервые превысит 600 миллиардов долларов. Прогноз роста экономики Кыргызстана составляет 10,2%, Таджикистана 8,3%, Узбекистана 7,9%, Казахстана 5,5%. Для сравнения, рост российской экономики прогнозируется лишь на уровне 1%. Это уже не случайные колебания статистики, а результат разных политических возможностей. Независимые государства Центральной Азии могут одновременно сотрудничать с Китаем, Евросоюзом, США, Турцией, арабскими странами, Южной Кореей и Японией. Они открывают новые транспортные коридоры, создают совместное производство, привлекают зарубежные университеты, развивают логистику и договариваются об инвестициях напрямую, без разрешения из чужой столицы. Республика с ресурсами, но без права ими распоряжаться. Башкортостан обладает нефтью, развитой нефтепереработкой, химической промышленностью, сельским хозяйством и выгодным географическим положением. Однако ключевые решения о налогах, экспорте, крупных предприятиях, тарифах и бюджетной политике принимаются не в Уфе, а в Москве. Экономические показатели республики отражают эту ограниченность. В 2025 году поступления налога на прибыль организаций в бюджет Башкортостана сократились на 5,5% из-за ухудшения финансовых результатов в добыче, нефтепереработке, финансовой и страховых сферах. При этом 10 крупнейших налогоплательщиков обеспечили почти треть налоговых доходов региона, а доля одного крупнейшего предприятия превысила 16%. Такая зависимость делает республиканский бюджет уязвимым перед решениями нескольких крупных компаний и федерального центра. Одновременно в Башкортостане сократились расходы на национальную экономику, поддержку малого и среднего бизнеса и часть инфраструктурных проектов. Финансирование жилищно-коммунального хозяйства уменьшилось почти на 5 миллиардов рублей. Доля капитальных расходов в бюджете снизились до 9,2%. Это означает, что все большая часть средств уходит на поддержание текущей системы, а не на создание новых производств, дорог и современной инфраструктуры. Бюджет Башкортостана по итогам 2025 года был исполнен с дефицитом, а государственный долг достиг 68,9 миллиарда рублей. Около четверти доходов республиканского бюджета составили межбюджетные трансферты. Формально эти средства помогают региону выполнять социальные обязательства. Фактически они подчеркивают зависимость Уфы от федерального распределения денег. Есть и демографическая проблема. Численность населения Башкортостана в последние годы сокращалась примерно на 1%, главным образом из-за естественной убыли. Регион испытывает нехватку работников в промышленности, строительстве, инфраструктуре и социальной сфере. Независимость не гарантирует успех, но дает право выбора. Конечно, независимость сама по себе не превращает страну в богатое государство. В Центральной Азии сохраняется инфляция,
социальное неравенство, зависимость от сырья, денежных переводов и импорта. Однако суверенное государство имеет главное преимущество – возможность менять экономический курс. Казахстан может развивать срединный коридор через Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию. Узбекистан может открывать экономику и заключать соглашения с международными инвесторами. Кыргызстан и Таджикистан способны использовать собственные энергетические и транзитные возможности. Каждая страна самостоятельно определяет, куда направлять бюджет, какие отрасли поддерживать и с кем торговать. Башкортостан таких инструментов не имеет. Он не может проводить независимую денежную политику, самостоятельно устанавливать экспортные правила, заключать международные соглашения или распоряжаться всеми доходами от собственных природных ресурсов. Даже сильные предприятия республики встроены прежде всего в российскую федеральную экономику, которая в 2025-2026 годах резко замедлилась. Именно поэтому сравнение Центральной Азии и Башкортостана является не спором о достоинствах народов. Это сравнение двух политических моделей. Одна модель дает государству право самостоятельно искать рынки, инвестиции и пути развития. Другая оставляет регион поставщиком ресурсов и налогов, зависимых от решений центра. Спустя десятилетия после распада Советского Союза становится очевидно: независимость не решает все проблемы, но создает пространство для развития. Зависимость от Москвы, напротив, ограничивает выбор даже там, где есть нефть, промышленность, земля и образованное население. Центральная Азия постепенно превращается в самостоятельный экономический регион. Башкортостан же остается богатой республикой, экономическое будущее которой определяется за ее пределами. В принципе, здесь написано все то, о чем я говорю последние годы. Я говорю о том, что пока Башкортостан находится в составе России, путинского режима, мы обречены на вечную нищету, на вечную деградацию. Потому что путинская Россия не заточена на развитие, она заточена на выкачивание ресурсов, продажу их, и на эти деньги богатеют путинские приближенные олигархи, и на эти деньги реализуются самые безумные мечты диктатора Путина. Мечты, мы знаем, они в виде захвата чужих территорий, в виде ведения войны. Поэтому Башкортостан обречен, пока находится в составе России. Никакого развития не будет. И на эту деградацию, которая уже сейчас идет, которая будет идти с каждым годом только ухудшаться, пока этот режим сохраняется, обречены не только мы, сегодняшнее поколение, но обречены наши дети и наши внуки, и наши, возможно, правнуки. Все это будет идти до тех пор, пока мы будем находиться в составе России. Пока мы находимся в составе России, из нас выкачивают природные ресурсы. Большая часть, львиная часть доходов нашей республики, а на сегодняшний момент это более 70%, уходит в федеральный центр. Мы же, национальной республики, я сейчас говорю о республике Башкортостан непосредственно, мы остаемся с разбитыми дорогами, с разрушенным ЖКХ, с уничтоженным образованием, медициной, с обнищавшим населением. Мало того, помимо того, что мы экономически деградируем, мы еще вынуждены участвовать в чужой, непонятной, как сказал Токаев, войне, где умирает наше молодое поколение. Поэтому, когда скоро у нас появится шанс, а он скоро появится обязательно, потому что все идет к тому, что будет крах этой системы. И вот здесь мы должны, жители Республики Башкортостан, сделать правильный выбор. Мы должны сделать ставку на независимость. Только независимость нас всех спасет. Оставаясь в этой империи, еще раз говорю, мы обречены на вечную нищету. Не думайте, что вы еще живете более-менее нормально. Каждое наше будущее поколение будет жить хуже и хуже. Поэтому
Друзья, вот посмотрите на страны Центральной Азии. Вот в этой статье было прекрасное сравнение. Они развиваются без войн, без каких-либо экономических потрясений. Они растут в численности, они укрепляют свой язык, свое национальное самосознание. Они участвуют на чемпионатах мира, на олимпиадах, заседают в ООН. Мы в это время превращаемся в пушечное мясо по хотелкам Путина. И так будет продолжаться, пока мы будем зависеть от Москвы, от безумных идей Путина. Только независимость. По-другому нас ничто не спасет. Когда придет этот момент сделать решительный и правильный выбор, я надеюсь, что жители Республики Башкортостан сделают этот правильный выбор в пользу независимости. Спасибо на этом. Хау болғыр, хурмәтле милләттәшләр, осықшаға текелем.